Мне безумно приятно видеть ваши улыбчивые лица, но у меня есть одно предложение. Я прошу подбираться всем на танцпол, присоединяться вот к молодому человеку, потому что сегодня здесь будет танцевальная вечеринка, сегодня будет жарко, и я думаю, нам всем захочется немножко подвигаться. Есть такое настроение? Видимо, только у одного человека пока. Ну хорошо, что ж, я думаю, мы вас разогреем. Вот я смотрю уже и молодые люди, и девушки. Отлично, вы просто молодцы. Мы сегодня здесь собрались по знаменательному поводу. Это день рождения новой радиостанции. Ровно год назад, ну практически ровно год назад, 28 ноября, наша национальная телерадиокомпания «Чувашия» выиграла федеральный конкурс на право осуществлять наземное вещание на волне 100,3 FM. Так появилось у нас такое название, как ТВАН радио, родное радио. И сегодня мы отмечаем его день рождения. Главный приоритет радиостанции новой – это качественная музыка на родном языке. В связи с этим мы и придумали такой проект «Ротация». 7 участников, 9 человек в течение месяца проходили мастер-классы по вокалу, танцам, актерскому мастерству, еще много-много-много других. И сегодня они готовы вам представить результат своих стараний. Я думаю, вы их оцените. Пока мы здесь репетировали, было очень классно. Надеюсь, и вам понравится. Что ж, с нами занимались самые замечательные педагоги. Сегодня часть из них сидит и в этом зале, и их задача оценить, как же ребята работали в течение месяца и к какому результату они пришли. Я хочу представить жюри сегодняшнего финала проекта. Это Николай Черяпин, руководитель танцевальной студии «Фантом». Прошу аплодисментов. Он сидит наверху, его пока не видно, но вы его сегодня увидите в конце, когда они выйдут на сцену поздравлять наших участников. Итак, следующий член жюри – это Игорь Милосердов, актер, режиссер, преподаватель Института культуры. А также Александр Быковский, звукорежиссер. Я думаю, многие из вас его знают. Звукорежиссер студии «Залив Рекордс», и аранжировщик, и композитор, и еще у него много талантов. А также к нам присоединилась замечательная девушка. Это Вероника Шуркина, певица, артистка. Она тоже у нас на 2-м этаже и тоже сегодня выйдет на сцену. Что ж, я думаю, не стоит больше затягивать с началом концерта. Я думаю, что пора приступать к самому главному. На сцену я хочу пригласить нашу первую участницу – Алиса Агахпи. Но для начала посмотрим видеовизитку, а потом уже и ждем ее здесь. Алиса Агахпи. Ее псевдоним переводится как «Девушка-бриллиант». Петь начала в 2 года. На сцену вышла в 7 лет. С тех пор у Алисы множество побед на различных конкурсах чувашской песни. В 2013 году завоевала титул «Чуваш-Пеги». Сейчас Алиса является руководителем вокальной студии школы Домисолька, художественным руководителем ДК «Ровесник». Буквально вчера, буквально недавно вот мы здесь сидели в этой студии и давали первое свое интервью. И не заметили, как этот месяц быстро пролетел. Конечно, очень жалко, что все уже заканчивается, мы все так подружились. Многое вам не изменилось, да. Я после вот этих мастер-классов очень много ошибок в себе находила. Стихи писала раньше я. Оказывается, там стихи с ошибками. Много исправлений сделала. Во время проекта написала новую песню «Теле счастье».
молодец. Замечательно. Не могу выразить словами. Вроде бы справилась. Могла бы, конечно, лучше, но выложилась как смогла. Следующей на сцену выйдет обладательница уникального, этнического, народного голоса. Мы даже не ожидали такое услышать, когда проводили кастинг. Ирина Казначеева. Смотрим видеовизитку. Ирина Казначеева. Училась в ЧГПУ. Закончив, преподавала музыку в школе и в детском саду. После рождения сына вновь вернулась в детсад, но уже в качестве воспитателя. Я очень счастлива. Этот проект мне очень много нового я все почувствовала. Новые друзья появились. Даже с ними неохота расставаться. Душа Ирины тянется на сцену и к эстраде. Однако первоначально настроение было совершенно другое. Рекламу увидела, зачем я туда пошла, говорю. После работы бегом сюда. Вот такой же, не знаю, по мне или нет. Многие усилия, сила надо. Ну, в принципе, я сильная, все выдержу.
теперь стало больше. Мне очень понравилось. И это народ, это аплодисментовали, вместе со мной танцевали. Ну, надеюсь, что в дальнем будущем, это, если песня понравится, будут мои песни на машине, на радио, все это слушать песню мою. Сейчас я хочу представить вам девушку, которая на нашем проекте запомнилась своим заразительным смехом, бурей эмоций. Вы все с университета ее, да? Отлично, классно, вы молодцы. Группа поддержки — это очень хорошо. Да, действительно, она встречала нас каждый раз с разными эмоциями. Чаще всего они были позитивными, поэтому мы безумно рады. Я прошу немножко подождать, чтобы посмотреть видео-визитку, а потом встречайте на сцене Антонину Чернову. Антонина Чернова, студентка первого курса факультета художественного и музыкального образования ЧГПУ. Признается, что поет везде и поступила на муспед, чтобы найти людей, похожих на нее, открытых, общительных. Вот всегда пою теперь. Нет, я и так-то всегда пою, а сейчас вообще прям пою. И на парах пою. Раньше мне казалось то, что я не дотерплю, то есть уйду с проекта. До такой степени было волнительно как-то. И трудновато мне немножко было. А сейчас думаю, да ну всех прорвусь. Divиш atire, şuna koşna üvol yersence, orsamase. Şirip sıvı fadili sunsa, buraya naradır geçurda. İşin zamaja sala, davakanye. Свеженцам парней, янгар тибери зарье вельде, ош йогу. Туставаться день ош самахсен, хизе бечеш тебе шатере. Иженцам маша салам, чучерере. Иженцам салам ане, давай дивиш атере. Ош самахсе, şirip sıvı fadili sunsa, buraya naradır geçurda. İşin zamaja sala, davakanye. İşin zam salamanye, davadiviş atire. Şuna kuşna üvol yerzence, oş samahse. Şirip sıvlık fadili sunsa, yuraya naradır geçurda. İşin zamaja sala, davakanye. İşin zam salamanye. Şuna kuşna üvol yerzence, oş samahse. Şirip sıvlık fadili sunsa,
понравилось. И еще так приятно было то, что так много друзей пришли меня поддержать, родные, близкие. Хочу им выразить огромную благодарность за поддержку. Правда, без их поддержки я бы не выступила так хорошо. Мне кажется, все было нормально. Спасибо. Весело вам будет со следующей нашей участницей, прекрасной Олесей Кузьминой. Олеся Кузьмина – первокурсница факультета художественного и музыкального образования. До этого училась в музыкальной школе 10 лет на фортепианном, хоровом и вокальном отделениях. Это мой коллектив, и я понимаю, что здесь меня поймут и здесь поддержат, чем в университете и так далее. Талант Олеси многогранен – стихи, танцы, вокал. И среди других участников она нашла близких по духу. В принципе, победит сильнейший. Я не рвусь к этому. Но, в принципе, настрой у меня позитивный, и волнения абсолютно никакого нету. Как-то даже странно для меня. Честно, не очень. Не знаю, почему я ожидала от тебя большего, но, видимо, на репетициях я выложила больше, чем должна была. Ну а так выступление понравилось, и народ позитивный. Следующий участник прослыл у нас на проекте профессионалом. Оно и правда. У него опыта выступления хоть отбавляй. Но, тем не менее, он признался в видеовизитке, которую вы сейчас посмотрите, что он и перед этим выступлением немало волнуется. Как вы считаете, кто это? Громче, давайте дружно, вы сильно кричите. Кто? Да, конечно.
конечно, это Константин Рязанов. Костя, я приглашаю тебя на сцену сразу после того, как вы посмотрите на экран. Константин Рязанов. Учиться музыке начал еще в родной Шумерле. Сначала увлекся пением в караоке, а в 10 лет отправился в музыкальную школу. На инструментах научился играть сам. С каждым днем человек учится чему-то. А тут еще целенаправленно было все в плане мастер-классов. По студии, по вокалу, по хореографии, по театру, по стихосложению. Сейчас Костя все же играет на клавишных и на гитаре. И пишет музыку к своим песням сам. На его счету гран-при во всероссийском конкурсе «Адрес детства Россия». В 2010 году Константин стал серебряным голосом Чувашии. Кажется, сильно волновался, чересчур волновался. Ну, не знаю, народу виднее. Были ошибочки все равно в плане вокала. Или там, не знаю, никто чисто, наверное, прям идеально не поет. Поэтому. Следующей на сцену я хочу пригласить прекрасную девушку, профессионала своего дела, музыкального дела. Она профессиональная скрипачка, но сегодня здесь она будет вас поражать своим незабываемым вокалом. Я думаю, вы все проникнетесь. Итак, на сцене буквально через минуту Диана Кузнецова. Смотрим на экран.
Диана Кузнецова – профессиональная скрипачка. Работает в Чувашской государственной академической симфонической капелле. С первых секунд Диана поразила жюри кастинга сильным классическим вокалом. У меня дед Кузнецов Иван Петрович. Он композитор. Бабушка пела у него в хоре. И как-то так получилось, что меня тоже отдали по музыке. Дело пошло. Однако попала Диана на проект не по своему желанию. Мама привела. Она мне ничего не сказала. Она сказала: Диана, приезжай. Я приехала, она выпустила меня. Я стою: что это, где? Тем не менее, участница решительно настроена на победу в конкурсе. На сцене Диана Кузнецова. По-моему, быстро достаточно и пролетели все наши участники. Они все побывали на этой сцене и продемонстрировали, как они умеют петь, как они умеют покорять вас, зрителей, как они умеют вам улыбаться. Теперь время работы жюри. Жюри, я вас не вижу наверху, но тем не менее можете приступать к обсуждению, считать баллы, у кого больше, у кого меньше. А вы пока не скучайте, потому что для вас сегодня здесь на сцене Алина Варна будет... Что, не слышали про такую? Ну, Алина Варна на сцене.
huskatran nunjen ashana shubararan mangyurada valvaralaran çereni şurma paylaran kalsana kana kuradap kuşten bir sana şuradap şutun jene taldavadap sanjın şeşe puranadap sandala kama kuradap nigama sana pamastap pura bersyaklanan manala sandala kama kurada yurada da tuna sakhlada meni mata ratana yesmanara Шура юрыбек шура тудар парне пулатар сана терень кушран бахрана ташу халадан мусам мене жене улаталаран халгамае палламастып нигама умра курмастып кажарзам савны каядып чунырат мине туядып сандала хама курадып нигама сана памастып пуры перешакланан манала sandala kama kurada yurada da tuna sakhlada meni mata ratana yesmanara Nigama sana pamastap pura bersyaklanan manala sandala kama kuradap yurada da tuna sakladap ni mata ratana yesmanara sandala kama kuradap nigama sana pamastap pura bersyaklanan manala sandala kama kurada yurada da tuna sakhlada meni mata ratana yesmanara Манда бірле Денис Пугач, Юряче, Юрадать, Юратмасть. Ирчинче хирбе удады, деленсе чулран савнады, шур гүлю менече, илемле ида менече. Ахрамашка шура чечек, каласа партересне, юрадать манасавнышем, ей тереть в огне. Ахрамашка шура чечек, каласа партересне, юрадать манасавнышем, ей тереть в огне. Юрадать, юратмась, сансыр бір күні бұрнаймас. 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 Sana sunat,
чечек чихи буштарада Савны санвали барне Чугада смар бір-бірне Ахрамашка шура чечек Каласа партересне Юрадать мана савны Жемье и тереть в огне Ахрамашка шура чечек Каласа партересне Юрадать мана савны Жемье и тереть в огне Юратмас Санзыр бергуна бурнаймас Юратмас Санзыр бергуна бурнаймас Юратмас Санзыр бергуна бурнаймас Юратмас Санзыр бергуна бурнаймас Пулсан моя тухада, приле була Саша надо, без пулмазаны печень, эти девсана ирчень. Ахрамашка шура чечек, голоса партересне, юрадать манасавны жемье и тереть в огне. Ахрамашка шура чечек, голоса партересне, юрадать манасавны жемье и тереть в огне. Юратмас Санзыр бергуна бурнаймас Юратмас Санзыр бергуна бурнаймас Юратмас Санзыр бергуна бурнаймас Юратмас Санзыр бергуна бурнаймас Санзыр бергуна бурнаймас Юратмас Санзыр бергуна бурнаймас Юратмас Санзыр бергуна бурнаймас Юратмас Санзыр бергуна бурнаймас Что ж, я готова вам сказать, что мы подвели итоги. Наконец-то. Я надеюсь, вам не дали скучать. Хорошо. Не дали? Нет, ну вы стоите. Я вам не верю, если честно. Ну, ладно. Что ж, я хочу пригласить на эту сцену людей, собственно, которые и решали сегодняшнюю судьбу наших участников. Итак, на сцене Николай Черяпин, руководитель студии «Фантом», танцевальной студии. Прошу на сцену. Игорь Милосердов, актер, режиссер и преподаватель Института культуры по актерскому мастерству. И они выходят вместе. Хорошо. Вероника Шуркина, певица, а также Александр Быковский, звукорежиссер, композитор и аранжировщик, студия звукозаписи «Залив Рекордс». Что ж, я, наверное, вам все-таки дам слово. Кто-нибудь хочет что-то сказать? Прошу. Итак, мы послушали сегодня всех финалистов. Со многими я знаком уже заочно. Скажу одно, многие волновались, и у многих что-то не получилось. Но поверьте мне, я их раньше слышал, как они поют, они все достойны высоких наград. Спасибо. Ну, позвольте мне выразить какие-то пожелания. То есть побольше раскованности, побольше экспрессии, побольше летящих жестов, это как балетмейстер просто, побольше блеска в глазах. И побольше используйте сцену, то есть летайте по ней, порхайте легко. Все. Спасибо, творческих успехов! Что ж, спасибо нашему жюри, они подвели итоги. Будете вручать, награждать или вас отпустить? Я думаю, им приятно будет пожать вам руку, и вам им тоже. Хорошо. Я за вас решила, отлично. Что ж, итак, для начала я хочу сказать, что наши конкурсанты, каждый из них получает сертификат об участии в проекте «Ротация».
так как все они прошли обучение, они занимались, старались, а также подарки от наших спонсоров. Что в них, вы сейчас узнаете. Итак, я хочу пригласить на сцену всех участников. Встречаем их бурными аплодисментами. Я прошу подвинуться немножко, чтобы все уместились. Может быть, немножко сюда пройти. Итак, все готовы? Молодцы. Сначала хочу, чтобы мы произвели по номинациям награждения. Итак, в номинации «Изящный образ» я прошу фанфар, чтобы все аплодировали сейчас. В номинации «Изящный образ» побеждает Олеся Кузьмина. Итак, Олеся, тебе вручают диплом. Где наши подарки? Девушки, выходим. Подарки от компании «Мегафон». Там очень большой пакет, я вам потихоньку буду рассказывать. Во-первых, это замечательный рюкзак, который понадобится ей в любом случае. Скоро зима, в нем можно носить коньки. Хорошо. О следующем подарке от «Мегафон» я расскажу позже. А также сертификат от фотостудии «Воздух». Фотосет на, собственно, совершенно бесплатно. Приходите, когда хотите. Возможно, вы скоро будете выпускать альбом. Может быть, вам он понадобится. А также билеты в кино каждый из нас получает. Я думаю, вам всем вместе будет приятно на него сходить. Хорошо. Итак, следующая группа «Кайсас» побеждает в номинации «Свежее дыхание». Также получает наши подарки. Девушки, пожалуйста, не забываем дарить подарки. Следующая номинация «Самый романтичный образ». Кто бы вы думали? Неужели никаких предположений? Антонина Чернова, номинация «Самый романтичный образ». Да. Тоня, подожди, тебя ждут наши подарки. Еще раз повторяю, это замечательные подарки от компании «Мегафон». Там также есть очень удобная подушка. Если, Тоня, ты соберешься куда-нибудь на гастроли, и тебе, не дай бог, конечно, придется ехать в автобусе, а не лететь на личном самолете, то она тебе очень хорошо поможет. Что ж, и также фотосет от студии «Воздух». Итак, следующая номинация. Номинация «Национальный колорит». Побеждает Ирина Казначеева. Ирина, где твой национальный наряд? Почему ты его сняла? Почему? Зачем? Не слышу фанфар, не слышу аплодисментов. Они должны быть бурные. Итак, следующий. Тоже прекрасная девушка. А у нас еще две ненагражденные девушки остались. Прекрасная девушка Диана Кузнецова. Поразительный вокал. Номинация «Поразительный вокал». Действительно, очень красивый классический голос у Дианы. Поздравляем Диану. Итак. Еще одна прекрасная девушка Алиса Агахпи. В номинации, какая номинация? За артистизм. Алиса, твое стояние на коленях просто поразило всех, видимо. Донесла ты эту эмоцию, поэтому мы поздравляем Алису Агахпи как самая артистичная.
А победителя мы, конечно же, уже не можем томить, но это не последняя номинация, которую мы бы хотели вручить. Я хочу сказать вам, не расходитесь, потому что вас ждут еще подарки. Итак, победитель, тут таить нечего, друзья. Константин Рязанов, куда же без него? Константин, так же, как и все, получает, собственно, от нас букет прекрасных цветов. Подарки от компании «Мегафон», а также от студии «Воздух». Билеты в кино. Обязательно сходите. Константину есть с кем сходить, но я думаю, он возьмет с собой еще друзей. Также, Кость, я прошу тебя не уходить, потому что, друзья, у нас была еще одна номинация. Хотя нет, Кость, ты там пока постой. Я другого человека хотела бы сейчас позвать. Приз зрительских симпатий. Кто голосовал в группе ВКонтакте за вот этих вот людей? Кто? Пока поднимите руки. Кто-нибудь голосовал? Отлично, вас много, меня это безумно радует. Ни для кого не секрет, что главный победителем в этой номинации приз зрительских симпатий — это практически как второе место. Это признание наших зрителей, наших слушателей. Я поздравляю Диану Кузнецову. Еще раз, Диана, я прошу выйти и поклониться этим людям, которые за тебя голосовали. Диана, тебе, тебе диплом, а также сертификат от национальной телерадиокомпании в студию красоты. Девушка всегда должна быть красивой. Поэтому ты это получаешь и обязательно им воспользуйся. Хорошо? Отлично. Что ж. У нас был сюрприз. Буквально вчера компания «Мегафон» запустила экспресс-голосование. И проголосовала практически половина тех, кто голосовал в нашем голосовании в группе ВКонтакте национальной телерадиокомпании Чувашии. А все почему? Почему такое большое количество? Потому что это мобильный участник, это мобильный интернет, это не случайная наша номинация и наш сегодняшний партнер компания «Мегафон», который ставит рекорды. И она сегодня здесь с нами. Я хочу пригласить пиар-менеджера Наталью Яшину. Конечно, можно вам микрофончик. Добрый вечер. Очень приятно, что сегодня на этом празднике молодежной песни так много зрителей, такие очаровательные участники, яркие. Ну, им еще учиться, как сказал жюри, но я считаю, что их нужно обязательно похвалить, им нужно поаплодировать. Они набрались смелости, выступили сегодня, вышли в финал. И за то, что они участвовали в конкурсе национальной песни, мы хотим сделать подарок каждому участнику. Это сертификат на бесплатное подключение и пользование в течение 1 месяца услуги «Замени гудок» на чувашском языке. Девушки, в архиве этой услуги у нас более 60 песен. Ребята, сможете выбрать любую, которая вам понравится, в течение 2 месяцев пользоваться бесплатно. А интернет-голосование названо «Экспресс», потому что оно проходило всего 1 сутки. У нас была удивительная активность для такого конкурса. Первое время у нас лидировал Константин. Мы думали, что он будет победителем во всем. Потом на очень большое время позицию лидера заняла Олеся. И буквально за 2 часа до окончания голосования вперед у нас вырвалось с количеством голосов 600. То есть 600 друзей у этой победительницы. Она молодец, что так мобильно всех пригласила поучаствовать. Диана Кузнецова. Диана, для тебя специальный приз от компании «Мегафон». Это смартфон от компании «Мегафон». Будь мобильный. Друзья, я хочу... Вот у нас у ребят появилась возможность заменить гудок на чувашском языке. Это может сделать каждый. Я прошу сейчас вас взглянуть на экран, как это можно сделать, как поставить гудок от «Мегафона» на чувашском языке. Как подключить услугу «Замени гудок» песней на чувашском языке? Зайти на сайт zg.megafon.ru. Зарегистрироваться на сайте, указав свой номер телефона и код с картинки. Получить СМС с кодом активации и ввести его для подтверждения регистрации.
Убедитесь, что услуга успешно подключена. На ваш номер придет СМС с паролем. Авторизуйтесь на портале, введя свой номер телефона и пароль. Теперь мы оказались на странице личного кабинета. Выбираем раздел «Народная музыка» на зеленом поле справа. Выбираем раздел «Чувашские исполнители», в котором представлены 60 песен на выбор. Выбираем мелодию и нажимаем «Установить». Подтверждаем заказ мелодии. Поздравляем! Теперь вы обладатель эксклюзивного гудка «Песни на чувашском языке». Стоимость одной песни 60 рублей. Абонентская плата за услугу 2 рубля в день. Я очень желаю нашим участникам, чтобы их песни тоже стали настолько популярными, чтобы могли звучать вместо гудка в ваших телефонах. Ура! Ура! Отлично. Что ж, это не все сюрпризы. У нас была номинация «Гамбургский счет». Что это такое? Когда участники выбирают друг из друга сами. Если не я, то кто? Вот так вот я просто называла им. И они все ответили мне на этот вопрос. Я прошу снова обратить внимание на экран. Кого же выбрали? Они не знают. Однозначно Костя Резонов. Он достоин победы. Он реально талантливый человек. Вообще, как человек, он очень хороший, доброй души, всем готов помочь. Вот, никогда не сделает, мне кажется, зла никому. Вот. И он нереально талантливый, у него шикарный голос, он пишет аранжировки. Ну, вообще, он достоин победы. По профессионализму я, наверное, отдала, скорее всего, Косте первое место, а второе место Алисе, а потом Диане. По душам я бы дала Костю. Это я за него. Почему? Не в том, что Косте нравится как парень, а его песни, как он поет, голос. Я без ума. Я бы Тоне, наверное, отдал. Интересная она какая-то, такая сверхэмоциональная. Эмоциональная. Люблю таких людей. Прям. Они такие. Ох, ты кому? Я бы Костя. Вот, он бы Костя. Группа Кайзас. Не обижайтесь на меня, пожалуйста. Но все-таки Костя. Все-таки Костя. Только одного человека? Да. Ну, не знаю, Тоня. Потому что голос сильный. Ну, сильнее даже, вот, может быть, я бы ей даже первое место дал. Первое место уже известно, а Костя, принимай подарки. Ты победитель в этой номинации. Тебя выбрали сами ребята. Я думаю, это тоже достойно похвалы. Тебе вручается снова диплом в номинации «Гамбургский счет». И, пожалуйста, не уходи, потому что от национальной телерадиокомпании Чувашии тоже будет приз. Костя, не уходи, говорю. Костя, вернись, вернись. Мы, как организаторы, тоже не могли оставить тебя без подарка. Итак, национальная телерадиокомпания Чувашии дарит главный приз, как мы и обещали. Ротация твоей песни на новом ТВАН радио. Она достойна, она выиграла. Ура! Но и это еще не все. Мы так подумали и посовещались, что очень... Мы же все-таки телерадиокомпания. И мы решили подарить тебе сертификат на производство и ротацию клипа на национальном телевидении Чувашии. Ура! Что ж, все участники были безумно достойны. Они сдружились. Я видела просто это от раза к разу, как они помогают друг другу, как они поднимают на полтона минусовки друг друга, опускают еще что-то, как они обнимаются, когда встречаются. Люди, которые не знали до этого друг друга совершенно практически. Ну, может быть,
быть, кто-нибудь когда-то пересекался. Я думаю, что цель нашего проекта, цель найти талантливых ребят, которые смогут создавать качественные песни, качественно писать музыку, петь, исполнять и завоевывать ваши сердца. Они нашлись, они здесь, перед вами на этой сцене. И я прошу бурных аплодисментов еще раз для них. Они прошли эту школу.